Смерть командира нанесла сильнейший психологический удар по красным. Но красноармейцы выдержали его. Погиб только Каландаришвили и его штаб. Отряд же продолжил движение, прибыл в Якутск и затем нанес несколько сильных ударов по белым, приблизив их поражение. Доподлинно неизвестно, сколько человек было в засаде и кто это был. Хотя позже появилось немало якобы героев, которые утверждали, что именно они сразили непобедимого Нестора. После смерти сибирского дедушки возникло множество вопросов, самым важным из которых был вопрос о том, кому, кроме белых, была выгодна его смерть. Самым интересным было то, что активное следствие по поиску виновников убийства Каландаришвили и соучастников этого преступления начали проводить только через 18 лет, в 1940 году, и закончили его совершенно незадолго до войны. Чекисты не поленились даже провести эксперименты и убедились, что берега протоки Хахсыт, несмотря на их небольшую высоту, очень крутые. И на них невозможно быстро взобраться, тем более под прицельным огнем противника. Гибель отряда Каландаришвили была в этом месте неизбежной, даже если при его штабе был бы не один пулемет, а несколько, а штабная охрана более многочисленная. Но самым главным открытием были вовсе не военные эксперименты. Чтобы разыскать подозреваемых, сотрудники НКВД провели беседы практически со всеми пожилыми людьми, которые жили в Табаде, Техтюре, Покросте и даже в Магане. И их усилия увенчались успехом. Не все из людей, что-то знавших о роковом бое 6 марта, в то время были в живых. Некоторые из них переселились уже в другие районы Якутии, или в Якутск, или даже в Алдан. Однако удалось выявить одного из самых главных разведчиков белых, указавшего самое удобное место для засады. В том же 1940 году удалось обнаружить непосредственного участника засады на Нестора Каландаришвили, русского крестьянина из села Техтюр Афанасия Шепелева. Но он дал признательные показания только через год. Шепелев был затем расстрелян осенью 1941 года, когда уже вовсю шла Великая Отечественная война. Его дело вначале наверняка находилось под контролем самого наркомата внутренних дел СССР. Протоколы его допросов были долго засекречены. Но затем, уже во времена перестройки, выяснилось, что последний белоповстанец Шепелев упорно отрицал причастность красного командования, находившегося в Якутске, к гибели Каландаришвили. Так ли это было на самом деле, теперь уже не удастся выяснить никогда. Еще в 1920-е годы упорно ходили слухи о том, что в смерти Нестора Каландаришвили были заинтересованы не только белые, но и даже сами красные. А именно, секретарь Якутского губернского бюро коммунистической партии Лебедев, председатель Якутской губчика Агеев и председатель Ревтрибунала Козлов. Но почему они, свои, могли быть заинтересованы в смерти Каландаришвили? Они, коммунисты, казалось бы, его единомышленники, боровшиеся вместе с ним за власть Советов. Лебедев, Агеев и Козлов, фактически завладев всей властью, считали, что нужно руководить Якутией с помощью красного террора. Козлов приказал за любое содействие белым расстреливать каждого пятого в селении без всякой пощады. Особенно вреден был приказ Козлова и Агеева о конфискации имущества у семей белоповстанцев, что, по сути, узаконило настоящий грабеж. Но 11 марта 1922 года местный триумвират Лебедев, Агеев и Козлов были отстранены от власти. Инициаторами отстранения были председатель Якутского гупревкома Платон Аюнский, командующий войсками Савлук и комиссар Широких Полянский, которые опирались на поддержку отряда покойного Каландаришвили.
в Якутске произошел настоящий переворот. Новые власти ориентировались уже на амнистию белоповстанцев, желающих сложить оружие. Получается, что лишенные власти товарищи были заинтересованы в гибели сибирского дедушки. Советские историки выдвинули концепцию, что именно гибель, она была выгодна тогдашнему руководству в лице Лебедева, Агеева, что они специально так поставили и сделали, чтобы Карандашвили попал в эту засаду. Ну, сегодня вот изучение открывшихся документов, она говорит о том, что тогдашнее руководство, оно в гибели Карандашвили абсолютно не виновато. Почему? Во-первых, сам призыв Карандашвили с его, как говорится, отрядом на помощь, как говорится, якутскому молодому тогдашнему, как говорится, республике, она была инициирована тогдашним руководством. Ну, с момента, как вот Коровейников и его офицеры создали отряды повстанцев и начали борьбу против советской власти. Вот с этого момента они уже начали, как говорится, будировать Иркутск, телеграммировать тем, что им на помощь отправили отряд красноармейцев. Поскольку этого отряда красноармейцев тогда не было, был малочисленный гарнизон в Якутске, а по мере разрастания повстанчества, естественно, просьбы стали настойчивы, и тогда командование 5-й Красной Армии пошло навстречу, ну и выделило отряд Карандашвили. Засаду устроил отряд Семена Михайлова. Это была, как говорится, его инициатива под руководством, как говорится, некого Николаева. Хотя документов об этом Николаеве по сей день нигде не найдено. Возможно, они еще лежат где-то в секретном, как говорится, отделе архива ФСБ или... Ну, вообще-то в архиве ФСБ остались некоторые неразглашенные документы. А так, все секретные фонды партийного архива, национального архива, они все были рассекречены и были доступны исследователям. МВД тоже рассекретили и были доступны того времени. Вот ФСБ только часть документов она как-то не рассекретила по разным причинам. И вот этот Николаев, он так и остался по сей день, как говорится, неопознанный личность, темная личность в истории Якутии. Ну, по одним он был якобы русский, офицер, а по другим это был, как говорится, сын крестьянина, пашенный, то есть баганой, сам почтовый работник и так далее. Но как бы там ни было, воспоминания повстанцев, которые участвовали в этой засаде, о нем не упоминается. Упоминается только в основном, как говорится, Семен Михайлов. Не все архивные документы рассекречены. До полного снятия грифа секретности осталось еще немало лет. Другие же открытые источники могут находиться в самых неожиданных местах, в архивных фондах, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к гражданской войне. Как сложилось бы по странице повстанчества, если бы Карандашвили избежал этой засады, каким-то образом, и как развернулись бы события? Карандашвили ехал с явным, как говорится, с одним желанием уничтожить повстанчество. Именно так, как он его делал в Иркутской области. Там, естественно, были красные, были белые, были анархисты, были зеленые. И из этого отряда анархистов выделился отряд Карандашвили, который потом стал красным. И не зря вот все телеграммы, которые отправляли до прихода его, как говорится, Карандашвили, где предупреждал о том, что это анархист, все и так далее, хотя он стал потом, как говорится, членом коммунистической партии. Эти люди были отправлены с царским правительством в якутскую ссылку по разным уголовным. Среди них политических не было. И поэтому, несмотря на строжайший, как говорится, запрет самого Карандашвили и на строжайшие, как говорится, требования соблюдать дисциплину красноармейскую и так далее, у них были эксцессы, то есть случаи, как говорится, по пути, пока они ехали до Якутска, то, как вот они, алекминские
как говорится, забрали у одной хозяйки, как говорится, шубу, у одного, как говорится, забрали, зашли в дом и часы, ну, по тем временам ценность. Хотя, как говорится, Карандашвили одного сам лично расстрелял, но это была какая-то, ну, показная, в то же время, я бы даже сказал, ну, излишне жестоко, что ли. Скорее всего, он начал бы восстанавливать очень такой жесткой рукой, казнить всех, ну, виноватых. Ну, а там, где, как говорится, казни и террор, естественно, всегда и невиновные. И поэтому я считаю, что вот история не знает сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось. Неудачный для красных бой 6 марта 1922 года во многих книгах, изданных в советское время, упоминался неохотно, хотя это сражение произошло совсем недалеко от города Якутска, и ближе него боев возле столицы Якутии не было. День 6 марта даже не увековечен на памятнике Увечного огня в Якутске, где отмечены важнейшие даты гражданской войны в Якутии. Но интерес к этому событию растет в наше время. Возможно, когда-нибудь появятся новые подробности гибели сибирского деда. И, кто знает, может быть, они смогут изменить традиционное изложение событий гражданской войны в Якутии. Дедушку считают героем гражданской войны. Его имя в Якутии обросло легендами. С какими намерениями шел он в Якутск, сейчас сказать сложно. Можно утверждать одно. Авторитетный военачальник, дойдя до столицы, мог серьезно повлиять на политическую ситуацию и изменить дальнейший ход истории.